В Таджикистане снова открыты мечети. Коррупция вокруг коронавируса в Туркменистане. Таджикистан. Притеснение и фабрикация уголовных дел продолжаются. С 20 марта в Таджикистане открылись мечети, ранее закрытые для совершения коллективных молитв, под предлогом карантина от коронавируса. исломи тавсия медиҳад ки бозам иттиҳодиёи динӣ ки О таком решении властей страны журналистам сообщил пресс-секретарь Комитета по делам религии, упорядочения традиций, торжеств и обрядов Афшин Муким. Процесс дезинфекции мечетей завершен усилиями самих религиозных объединений, поэтому Комитет и Совет улемов пришли к выводу, что в стране обеспечены все условия и люди могут ходить в мечети для совершения джамаат-намазов, заявил он. Напомним, что таджикские власти, борющиеся на протяжении долгих лет с любым проявлением ислама в стране, в связи с нарастающей угрозой распространения опасного вируса в качестве превентивной меры, в начале месяца закрыли все мечети для осуществления коллективных молитв, включая пятничную молитву. Но в то же время все учебные заведения, предприятия и организации работали и работают в обычном режиме. Также, кроме всего прочего, полным ходом шла подготовка к празднованию Навруза. Студентов и школьников выводили на репетиции праздничных мероприятий. Праздник Навруз проводится по всему Таджикистану. Не было ни приказа, ни постановления о приостановлении проведения Навруза. Он должен отмечаться, потому что это наш национальный праздник, сказал Азия Плюс, первый замминистра культуры Абиджон Назарьон. По сообщениям мэрии столицы журналистам, во всех 4 районах Душанбе пройдут праздничные мероприятия и концерты. Также в Ходжанде пройдут театрализованные представления. Наблюдатели отмечают, решение закрыть мечети под предлогом карантина от коронавируса, а также последующее решение их открытия уже под предлогом завершения работ по дезинфекции еще раз указывает на то, что режим лишь использует любой повод для ограничения либо запрета соблюдения ислама жителями страны. Коронавирус стал дополнительным заработком для полицейских в Туркменистане. Так, для избежания карантина в аэропорту Туркменабата, куда по решению властей прибывают все зарубежные рейсы, появилась такса для того, чтобы вместо карантина, если человек попал туда из-за высокой температуры, отправиться домой. По данным хроники Туркменистана, для того, чтобы избежать карантина, нужно заплатить $100-150 полицейскому или медработнику. Пассажиров прибывающих рейсов проверяют довольно долго, по 4-6 часов. В том числе измеряют температуру. Выборочно, по усмотрению медиков, могут не выпустить из аэропорта даже человека с нормальной температурой. Ему скажут, что его надо изолировать, так как на его рейсе выявлен пассажир с высокой температурой. Изоляция заключается в том, что людей заводят в отдельное помещение, куда заходят полицейские, спокойно расхаживающие среди потенциальных носителей коронавируса. Пройдясь по рядам, он отходит в сторонку и ждет, когда к нему подойдет кто-то из пассажиров и начнет торговаться. Если итоговая сумма у задержанного пассажира есть, то его отпускают домой в течение 20 минут, сообщает издательство. Генпрокурор Таджикистана в своем выступлении на сессии Верховной Палаты парламента страны уходящего созыва, состоявшейся 19 марта, сообщил, что с начала текущего года в Таджикистане было выявлено 314 человек по подозрению в членстве в организации «Братья-мусульмане». Из них 154 взяты под стражу. Правоохранительные органы Таджикистана продолжают работу по выявлению и задержанию остальных членов запрещенной в стране организации, отметил он. Среди задержанных числятся 1 сотрудник администрации мэра города Исфара, порядка 20 преподавателей различных вузов Таджикистана.
іхвонӣ ин як ҳаракати сиёсӣ аст бештар аз он ки як ҳаракати масалан як. Напомним, что массовые аресты так называемых членов организации «Братья-мусульмане» прошли в начале года по всем регионам страны. Задержанные были представителями различных слоев общества, начиная с простого рабочего класса и заканчивая интеллигенцией. Кроме того, по данным правоохранительных ведомств Таджикистана, в прошлом году 300 подростков незаконно получали религиозное образование у местных религиозных служителей. Также в отношении 214 человек были возбуждены уголовные дела по причастности к так называемому исламскому движению «Салафия». иттиҳоди Аврупо ва давлатҳои будубоши онҳо корҳои ҳамарӯза идома доданд.